сети стартовало голосование за присвоение Воркуте почетного звания «Город трудовой доблести». Оно введено президентом в прошлом году для увековечивания подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. На почетное звание претендуют многие города России, и наша задача – доказать всей стране, что воркутинцы достойны этой чести. Как это сделать, знает Ольга Коняева. Она родилась и встала на ноги в трудный для Родины час. Днем и ночью, ночью и днем в любую погоду уголь на горах. В декабре 41-го в заполярную кочегарку по северной железнодорожной магистрали прибыл первый поезд из Ленинграда. Обратно отправился с углем. С тех пор Воркута стала главным поставщиком топлива в осажденный город. В годы Великой Отечественной, когда угольный Донбасс оказался в руках врага, на плечи молодой угольной промышленности Коми легла вся тяжесть снабжения северо-запада страны стратегически важным сырьем. Комсомолка Ванда Барсукова оставила чертежную доску и спустилась в шахту. Ее примеру последовали сотни других. С обоих работали по принципу «наряд есть боевой приказ, не выполнив его, не уходить из шахты». И за добытый сверхплановый уголь на полярной Воркуте было вручено знамя Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Героический, самоотверженный труд, по-другому не скажешь. Шахтеры Воркуты выполняли плановые задания на 200-300%. Было учреждено почетное звание «Мастер угля». События военных лет стали локомотивом развития индустрии и самого заполярного города, который поставлял уголь на заводы, фабрики, электростанции Москвы, Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова и других городов Союза. Воркутинцы, кроме того, отдавали для фронта свои сбережения. Больше 1 миллиона рублей внесли на строительство боевых самолетов Красной Армии. Пример, который просто поражает. В 1944 году, узнав о том, что Ленинград взял шесто над Воркутой, Василий Иннокентьевич Погорельский говорит: в свободное от работы время, отработав смену, я вновь спускаюсь в забой. И в это свободное время я добываю уголь, который после подъема на горах я за свои деньги заработанные куплю и подарю его городу Ленинграду. Представляете, какое самозабвенное трудничество, какие жертвы человек принимает на себя, не воюя, а здесь, в тылу, чтобы достичь желанной цели, достичь победы. Воркута может получить официальный статус «Город трудовой доблести». Это почетное звание введено в стране в 2020-м по инициативе президента для увековечения подвига тружеников тыла во время войны. Основание для присвоения звания Воркуте уже подтверждено учеными, обращение на имя президента составлено. Однако претендентов на почетное звание в России много. На Госсовете выступал, обращение было отправлено по многочисленным просьбам жителей и общественных организаций, но, к сожалению, из 12 городам только 11 городам присвоили, и в Воркуте не присвоили. Поэтому по поводу мы хотим дополнительно сделать акцию, чтобы не только Воркута и подключились, и вся целиком республика. Общественность, парламентарии Коми запустили акцию в поддержку Воркуты. У жителей республики есть возможность проголосовать за присвоение звания «Город трудовой доблести» Заполярью на специальном сайте. Адрес на ваших экранах. Процедура занимает меньше минуты. Свои голоса уже отдали больше 1000 человек. Это, конечно, и сами воркутинцы, среди которых много знаменитостей. Город Воркута вообще очень удивительный город. Это, бесспорно, город тружеников, город людей с таким суровым, твердым характером. Множество оттуда вышло спортсменов. Так как я спортсмен, естественно, конечно, мне эта тема очень интересна. Город развивался, и я так надеюсь, что будет дальше продолжать развиваться в таком положительном русле. И, конечно, присвоение этого звания даст большой стимул к продвижению. В населенных пунктах, удостоенных этого высокого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента. А региональные и местные власти должны будут обеспечивать сохранение военно-исторического и трудового наследия города. В прошлом году звание получили 20 городов России, в этом еще 12 есть все шансы и у Воркуты. Получить заслуженную награду поможет активность жителей Коми. Это восстановление исторической справедливости и признание самопожертвования и героизма северян. Ольга Коняева, телеканал
Юрган.